Скорбят неустроений своих, человечество отовсюду, со всех концов мира взывало к Творцу. Отовсюду тоскующая тварь звала своего Творца, воплями взывало все к виновнику своего бытия, и вопли эти слышней слышались в устах избранных и пророков. Предчувствовали и знали, что Создатель, скрывающийся в созданиях, предстанет сам лицем к человекам, предстанет не иначе, как в образе того создания своего, созданного по его образу и подобию. Божественная литургия есть вечное повторение великого подвига любви для нас совершившегося. Николай Гоголь. «Во всем видимом, — пишет Макарий Великий, — представляй себе образы и тени сокровенного. В видимом храме — образ храма сердечного. Каждый храм есть образ и подобие Церкви Христовой. Стены его отгораживают святыню Божию и людей, служащих ей, от мира зла. Зло мира в грехах и страстях людей, и человек стремится, как в пристанище, в корабль Церкви. Если бы кто мог увидеть Церковь Христову в том самом виде, как она соединена со Христом и участвует в плоти Его, то увидел бы ее ничем иным, как телом Господним, пишет святой Николай Ковасила. Церковь — тело Христово, божественная литургия — сердце Церкви. Вот мы стоим в храме перед началом литургии. Тишина собирает наши мысли и чувства, рассеянные в суете и страстях. Уже горят везде лампады и свечи, напоминая о невечернем свете Иисуса Христа. И свет во тьме светит, и тьма не объяла Его. По тишине нам кажется, что служба еще не началась. Но, наверное, мы ошибаемся. Первая часть литургии обыкновенно совершается вполголоса в алтаре. Она называется проскомидия. Вся проскомидия есть не что иное, как только приготовление к самой литургии, и соединилась с нею Церковь в воспоминание о первоначальной жизни Христа, бывшей приготовлением к Его подвигам в мире. Она совершается вся в алтаре при затворенных дверях, при задернутом занавесе, незримо от народа, как и вся первоначальная жизнь Христа протекла незримо от народа. Для молящихся же читаются в это время часы, собрание псалмов и молитв, которые читались христианами в важные для христиан времена дня, час 3, когда было сошествие Духа Святаго, час 6, когда Спаситель мира пригвожден был к кресту. Проскомидия совершается на 5 хлебах, называемых просфорами, то есть приношениями. Каждая из просфор имеет 2 половинки в знак того, что Христос есть одновременно и Бог, и человек. На верхней половинке часто делается изображение креста и начальных букв слов «Иисус Христос», а также слово «Ника», что по-гречески означает «побеждает». Мы подойдем поближе к алтарю, чтобы проникнуть умом и сердцем к таинственному воспоминанию дела Христова на земле. Священник, которому предстоит совершать литургию, должен еще с вечера трезвиться телом и духом, должен быть примирен со всеми. Когда же наступит время, идет он в церковь, вместе с диаконом поклоняются они оба пред царскими вратами,
целуют образ Спасителя, целуют образ Богородицы, поклоняются ликам святых всех, поклоняются всем предстоящим направо и налево и спрашивая поклоном себе прощения у всех, и входят в алтарь, произнося в себе псалом: «Вниду в дом Твой, поклонюся храму Твоему во страсе Твоем». И, приступив к престолу лицом к востоку, повергают пред Ним 3 земных поклона и целуют Евангелие, как бы самого Господа, сидящего на престоле. Целуют потом и самую трапезу и приступают к облачению себя в священные одежды, чтобы отделиться не только от других людей и от самих себя, ничем не напоминать обычного человека, занимающегося житейскими делами. Приступив к боковому жертвеннику, находящемуся в углублении стены, иерей берет из них одну из просфор с тем, чтобы изъять ту часть, которая станет потом телом Христовым, средину с печатью, ознаменованной именем Иисуса Христа. Этим изъятием хлеба от хлеба изображается изъятие плоти Христа от плоти Девы, рождение бесплотного во плоти. Водружая копье в правую сторону печати, произносит слова Исаии: «Как овча ведеся на заколение». Водрузив копье потом в левую сторону, произносит: «И как непорочный агнец, безгласный пред стригущими его, не отверзает уст своих». Водружая потом копье в верхнюю сторону печати, «Был осужден за свое смирение, в смирении его суд его взятся». Водрузив потом в нижнюю, произносит слова пророка, задумавшегося над дивным происхождением осужденного агнца, слова «Род же его, кто исповесть?» И начертывает крестовидно во знамение крестной смерти его, на нем знак жертвоприношения, по которому он потом раздробится во время предстоящего священнодействия, произнося: «Жертва приносится агнец Божий, вземлющий грех мира сего за мирской живот и спасение». И, обратив потом хлеб печатью вниз, а вынутой частью вверх, в подобие агнца, приносимого в жертву, водружает копье в правый бок, напоминая вместе с заколением жертвы прободение ребра Спасителева, совершенное копьем стоявшего у креста воина, и произносит: «Един от воин копием ребра его прободе, и абие изыди кровь и вода, и видивый свидетельствова, и истинно есть свидетельство его». И во исполнение обряда первенствующей церкви и святых первых христиан, воспоминавших всегда при помышлении о Христе о всех тех, которые были ближе к Его сердцу, исполнением Его заповедей и святостью, жизни своей, приступает священник к другим просфорам, дабы, изъяв от них части в воспоминание их, положить на том же дискосе возле того же святого хлеба, образующего самого Господа. Взявши в руки вторую просфору, изъемлет он из нее частицу в воспоминание Пресвятые Богородицы и кладет ее по правую сторону святого хлеба, произнося из псалма Давида: «Предста царица одесную тебя, в ризы позлощены одеяна, приукрашенна». Потом берет третью просфору в воспоминание святых, и тем же копьем изъемлет из нее 9 частиц в 3 ряда, по 3 в каждом. Изъемлет первую частицу во имя Иоанна Крестителя, вторую во имя пророков, третью во имя апостолов, и сим завершает первый ряд и чин святых. Затем изъемлет четвертую частицу во имя святых отцов, пятую во имя мучеников, шестую во имя преподобных и богоносных отцов и матерей, и завершает сим второй ряд и чин святых. Потом изъемлет седьмую частицу во имя чудотворцев и бессребренников, восьмую во имя Богоотец Иоакима и Анны и святого его же день, девятую во имя Иоанна Златоуста или Василия Великого, смотря по тому, кого из них правится в тот день служба, и завершает сим третий ряд и чин святых и полагает все 9 изъятых частиц на святой дискос возле святого хлеба. И, принимая в руки священник четвертую просфору в поминовение всех живых,
изъемлет из нее частицы во имя патриархов, во имя всех живущих повсюду православных христиан и, наконец, во имя каждого из них поименно, кого захочет помянуть, о ком просили его помянуть. Затем берет иерей последнюю просфору, изъемлет из нее частицы в поминовение всех умерших, прося в то же время об отпущении им грехов их, начиная от патриархов, царей, создателей храма, архиерея его рукоположившего, если он уже находится в числе усопших, и до последнего из христиан, изъемля отдельно во имя каждого, о котором его просили, или во имя которого он сам восхочет изъять. В заключении же всего и спрашивает и себе отпущение во всем, и также изъемлет частицу за себя самого, и все их полагает на дискос возле того же святого хлеба. Таким образом, вокруг сего хлеба, сего агнца, изображающего самого Христа, собрана вся церковь Его, и торжествующая на небесах, и воинствующая здесь. Сын человеческий является среди человеков, ради которых Он воплотился и стал человеком. Взяв губку, священник бережно собирает ею и самые крупицы на дискос, дабы ничто не пропало из святого хлеба, и все бы пошло в утверждение. И отошедший от жертвенника поклоняется иерей, как бы он поклонялся самому воплощению Христову, и приветствует всем виде хлеба, лежащего на дискосе, появление небесного хлеба на земле, и приветствует его кождением фимиама, благословив прежде кадила и читая над ним молитву «Кадила Тебе приносим, Христе Боже наш». И весь переносится мыслью иерей во время, когда совершилось Рождество Христово, возвращая прошедшее в настоящее, и глядит на этот боковой жертвенник, как на таинственный вертеп, в который переносилось на то время небо на землю. Небо стало вертепом, и вертеп небом. Окадив звездицу, 2 золотые дуги со звездой наверху, и постановив ее на дискосе, глядит на нее, как на звезду, светившую над младенцем, сопровождая словами «И пришедшая звезда стала вверху, иде же бе отрача». На святой хлеб, отделенный на жертвоприношение, как на родившегося младенца, на дискос, как на ясли, в которых лежал младенец, на покровы, как на пелены, покрывавшие младенца. И, окадив первый покров, покрывает им святой хлеб с дискосом, произнося псалом «Господь воцарися, в лепоту обличеся». И, окадив второй покров, покрывает им святую чашу, произнося «Покрыла небеса, Христос, Твоя добродетель, и хвалы Твоей исполнилась земля». И, взяв потом большой покров, называемый святым воздухом, покрывает им и дискос, и чашу, вместе взывая к Богу, да покроет нас кровом крыла своего. И, отошед от предложения, поклоняется оба святому хлебу, как поклонялись пастыри-цари новорожденному младенцу, и кадит пред вертепом, изобразуя всем кождении то благоухание ладана и смирны, которые были принесены вместе с златом мудрецами. Диакон кадит предложение и потом крестовидно святую трапезу. Помышляя о земном рождении того, кто родился прежде всех веков, присутствуя всегда повсюду и повсеместно, произносит в самом себе «Во гробе плотски, во аде же с душею яко Бог, в раю же с разбойником и на престоле был еси Христе со Отцем и Духом, вся исполняя ей неописанный». И выходит из алтаря с кадильницей в руке, чтобы наполнить благоуханием всю церковь и приветствовать всех собравшихся на святую трапезу любви. Кождение это совершается всегда в начале службы, как и в жизни домашней всех древних восточных народов предлагались всякому гостю при входе омовения и благовония. Обычай этот перешел целиком на это пиршество небесное, на тайную вечерю, несущую имя литургии, в которой так чудно соединилось служение Богу вместе с дружеским угощением всех, которому пример показал сам Спаситель, всем служивший и умывший ноги.
Входя и поклоняясь всем, диакон, как слуга Божий, приветствует их всех, как наилюбезных гостей небесному хозяину. Кадит и поклоняется в то же время и образом святых, ибо и они суть гости, пришедшие на тайную вечерю. Во Христе все живы и неразлучны. Приуготовив, наполнив благоуханием храм и возвратившись потом в алтарь, и вновь окадив его, полагает, наконец, кадильницу в сторону, подходит к иерею, и оба вместе становятся пред святым престолом. Священник и диакон произносят в себе: «Господи, отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Твою». Священник целует Евангелие, диакон целует святую трапезу и, подклонив главу свою, напоминает так о начинании литургии. Тремя перстами руки подъемлет орарь свой и произносит: «Время сотворить Господу, благослови, Владыка». И благословляет его священник. И взошед на Амвон, находящийся противу царских врат, повторяет еще раз в самом себе: «Господи, отверзи уста моя, и уста моя возвестят хвалу Тебе». И, обратившись к алтарю, взывает еще раз к иерею: «Благослови, Владыка». И литургия начинается. Вслед за начальным возгласом произносится Великая Ектенья, то есть прилежное, напряженное моление. Великая Ектенья, пишет святой праведный Иоанн Кронштадтский, есть премудрая Ектенья, Ектенья любви. В ней христиане, живущие и святые, представляются одним великим сочленением тела Иисуса Христа. Диакон стоит на амвоне, поднимая в руке ленту, молитвенный орарь, изображающий крыло ангела, призывающего нас к молитве. На каждое прошение собрание молящихся в душе своей восклицает вместе с хором поющих: «Господи, помилуй». В знак бессилия наших молений, которым недостает душевной чистоты и небесной жизни, призывает диакон предать самих себя и друг друга, и всю жизнь нашу Христу Богу. Помянем, как умели это делать вместе с Богоматерью святые и лучшие нас, и воскликнем: «Тебе, Господи!»
Пятидесятинья завершается словословием Троицы, которым на литургии завершается всякое действие. Отвечаем «Аминь, буди да будь». Диакон входит с амвона, начинается пение антифонов. Антифоны — песнопения, составленные из псалмов, в которых пророчески говорится о пришествии в мир Сына Божия. Обычно антифонами служат псалмы 102 и 145, но в праздники они составляются из особых стихов. Во время антифона священник молится в алтаре тайной молитвой, а диакон стоит в молитвенном положении пред иконою Спасителя. Когда же окончится пение первого антифона, он снова выходит на амвон призывать собрание молящихся словами «Вновь и вновь Господу помолимся». Яко Твоя держава, Твое царство и сила и слава, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Блажен боязнь Господа, заповеди Его восторжит Его, Господи Божий, родися верующие Тебя. Звучит второй антифон. В этих начальных песнопениях литургии особенно прославляется милосердие Божие, Его благость и неизреченные щедроты к нам, грешным. Второй антифон всегда завершается пением гимна «Единородный Сыне и Слове Божий», который открывает нам великую истину веры, догмат о том, что Христос есть истинный Бог и истинный человек, и два естества, божественное и человеческое, соединились в нем ради спасения человеческого рода.
Во время пения третьего антифона торжественно открываются царские врата, как бы врата самого Царствия Небесного, и глазам всех собравшихся предстает сияющий престол, как селение Божией славы, откуда исходит к нам познание истины и возвещается вечная жизнь. Приступив к престолу, священник и диакон снимают с него Евангелие и несут его к народу, не царскими вратами, но боковой дверью. Эта часть литургии изображает земную жизнь Господа Иисуса Христа до явления Его народу, жизнь Его, проведенную в неизвестности Назарета. Малый вход изображает крещение и начало проповеди Спасителя. Свеча, которую несут перед Евангелием, обозначает предтечу Господа Иоанна, Евангелие самого Иисуса Христа. Остановившись в царских вратах, диакон провозглашает «премудрость прости» и делает Евангелием знамение креста. Этот момент — воспоминание крещения Господа. Слово «премудрость» напоминает нам, что тайна эта, тайна Богоявления, недоступная нам, разуму человеческому. Словом же «прости» установлено призывать всех ослабевших, лениво, небрежно стоящих к внимательному благоговейному слушанию литургии. Евангелие, возвестившее слово жизни, поставляется на престоле. После малого входа поются тропари и кандаки празднику. В этот момент мы, обращаясь с нашей молитвой к явившемуся в мир Господу, призываем празднуемых святых как ходатаев за себя. Вслед за этим воспевается Тресвятое, песнь ангельских сил пред престолом Божиим.
оглашает всю церковь тресвятое пение, состоящее в тройном воззвании к Богу: «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас». Воззванием «Святый Боже» возвещает тресвятая песнь Бога Отца, воззванием «Святый крепкий» — Бога Сына, Его крепость, Его создающее Слово, воззванием «Святый бессмертный» — Его бессмертную мысль, вечно живущую волю Бога Духа Святаго. Священник в алтаре, молясь тайной молитвой о принятии сего тресвятого пения, 3 раза повергается перед престолом и 3 раза повторяет в себе: «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный». И, подобно ему, повторив в себе 3 раза ту же тресвятую песнь, диакон 3 раза повергается вместе с ним перед святым престолом. И, сотворив поклонение, отходит иерей на горнее место, как бы во глубину боговедения, откуда явилась нам тайна Всесвятые Троицы, как бы в то высочайшее место, где Сын пребывает в лоне Отчим единством Духа Святаго. Иерей произносит: «Благословен гряды во имя Господне», и на призвание диакона «Благослови, владыка, горний престол», благословляет его, произнося: «Благословен еси на престоле славы царствия Твоего, сидяй на херувимях, и ныне, и присно, и во веки веков, и садится на горнем месте, как Божий апостол и его наместник, равный святым апостолам». Следующее за Тресвятым чтение апостола является воспоминанием проповеди учеников Господа.
причине кончина века, посла Бог Сына Своего единородного, рождаемого от жены, бываемо под законом, да подзаконные ступит, да всиновлением предимем, да яко есте сынове, посла Бог Духа Сына Своего в сердца ваша, вопиюща, Ава Отче. Тем же уже несе право, но сын, а сей же сын, и наследник Божий, Иисус Христос. Верьте и духове твоему. Аллилуйя, 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 глаз первый. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Небеса поведают славу Божию, творение. Чтение Евангелия есть как будто проповедь самого Господа, потому что Евангелие есть слово самого Господа Иисуса Христа Спасителя. Он сам говорит устами священнослужителя, поэтому перед чтением Евангелия священник, благословляя диакона, молится: «Бог да даст тебе глагол, благовествующему силою многою, не своей силой, а божественной силой Господа Иисуса». Древний обычай, оставшийся кое-где и теперь, подводить детей к амвону во время чтения Евангелия, объясняется тем же взглядом на Евангелие, как на самого Христа. Диакон, читающий Евангелие, есть как бы труба, через которую возвещает Слово Свое Спаситель наш. Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Премудрость просим, услышим святого Евангелия, мир всем. И духове твоему, от Матфея, святого Евангелия, Спаситель Господи, Иисус, родшийся в Вифлееме Иудейском, во дни Ирода царя, сева свит от восток придоша во Иерусалим, глаголюще: где есть рождейся царь Иудейский, видев оба звезду его на востоце, и придохо поклонитесь ему. Слышав же Ирод царь смутися, и вся Иерусалима с ним. И собрався первосвященники и книжники людские, вопрошаша от них, где Христос рождается, они же рекоши ему: в Вифлееме Иудейском. Так описано есть пророком: и ты, Вифлееме, в земле Иудова, ничем же меньше иси во владыках Иудовых, из тебе мой изыдет вождь, и же опасет люди моя Израиль. Тогда Ирод тай призвал волхвы, и испытаваш от них время явшейся звезды, и послав их в Вифлеем, рече: шедше испытайте известно отрочати, егда же обрящите, возвестите ми, якуда я шед, поклонюся ему. Они же, послушавши
царя и душа, и се звездою же видишь на востоце, идяше пред ними, донде же пришедший ставерху, иде же Беотрача, видевши же звезду, возрадовавшися радостью белую зелу, и пришедши в Камилу, видевши отрача с Марию, матери его, и падше поклонившися ему, и отвеши сокровища своя, принесоши ему дары, злато и ливан и смирно, и петь приемши во сне, не возвратитесь ко Ироду, иным путями тот и душа во страну свою. Нет, благовествующему и духами твоему. Господине и Отце нашем Высокопреосвященнейшем митрополите Филарете и о всем во Христе, братья наши. Еще молимся Богу в хранимой стране нашей, властях, воинстве народия, да тихо и безмолвное житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Еще молимся, братьев нашей священницы, священном монасе, и все во Христе, братстве наше. Еще молимся о блаженных и преснопамятных святейших патриархах православных и создателя святого храма сего, и о всех прежде почивших по церкви братьях, где лежащих и повсюду православных. Еще молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих, настоятеля братьев прихожан святого храма сего. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Тебе, Господу Богу нашему, еже услышитесь гласа моления нашего и молитве, и помилуйте рабов их, архиерея Петра или Олега. Когда Господь явился на землю, что услышал и увидел Он? Стоны несчастных, слезы горя, мольбу об исцелении больных, страждущих от нечистых духов. «Помилуй нас, спаси нас!» Вот с каким воплем обращались к Нему прокаженные, слепые. Жена кровоточивая молча прикоснулась к краю ризы Христа Спасителя. Хананиянка в скорби припала к ногам Его. Плач, стенание слышал Господь наш, проходя по городам и весям Палестины. Отзвуки этой скорби долетели до нас. В божественной литургии слышатся тоже стоны несчастных, больных, обремененных. Они долетели до нас как эхо, отголосок в некоторых песнях.
Эхо звучит особенно громко, повторяя иногда много-много раз одно и то же слово. И в божественной литургии после чтения Евангелия много-много раз повторяют «Господи, помилуй» в сугубой ектинии. Милостивый человеку любит Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Помолитесь о глашении, Господи. Верный глашеник, помолимся на Господь помилуй. Огласите словом истины, открытие Евангелия правды. Соедините святейший собор апостольской церкви. Спаси, помилуй, заступи, сохрани, Боже, Твоей благодатью. О блажении слава ваша, Господи, преклоните. Да и сиди с нами, славит пречестное великолепное имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Явите оглашение, сидите, оглашение, сидите, явите оглашение, сидите, да не тот оглашение, видите верни, паки миру, Господу помолимся. Вслед за этим оставшиеся приготовляются усиленную молитвой к наступающему торжественному моменту богослужения. Заканчивается литургия оглашенных, некрещенные выходят из храма, начинается литургия верных. Дальше идет то, что выше нашего разумения, то, чем жили и живут святые. Говорили об Авве Маркелле Фиваидском, что когда он стоял за службою, грудь его была омочена слезами. Ибо говорил, что когда совершается служба, я вижу всю церковь как бы огненную, и когда оканчивается служба, опять удаляется огонь. Затем правите смело благодарим страха Божий, ходячих вонь, Господу помолимся. Ой, избавитесь от обольщения, смотри, делай лужи, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Якуда поддержава Твоя всегда в хранении, Тебе славу ссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. И же херувимы тайно образующе, и животворящей Троице Тресвятую песнь припевающие. Мы, таинственно изображающие херувимов и воспевающие Тресвятую песнь жизнь творящей Троицы, оставим теперь всякое житейское попечение, чтобы поднять Царя всех, носимого невидимо на копьях чинами ангельскими. Царские врата открываются при начале пения, и мы видим иерея, молящегося с распростертыми руками. Диакон с кадильницей в руке исходит уготовить путь царю всех,
и каждением напоминают всем о том, чтобы исправилась их молитва, яко кадила пред Господом. Во время пения херувимской песни священнослужители берут приготовленные во время проскомидии на жертвеннике святые дары и переносят их на престол. Это священнодействие именуется Великим Входом и знаменует восхождение Иисуса Христа во Иерусалим. Переносятся дары через амвон, чтобы вся церковь участвовала в этих проводах Господа на Голгофу. «Вот мы восходим во Иерусалим», — сказал Он, «и совершится все написанное через пророков о Сыне Человеческом, ибо предадут Его язычникам и поругаются над Ним, и оскорбят Его, и оплюют Его, и будут бить, и убьют Его, и в третий день воскреснет». Господина и Отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси, и Господина и Отца нашего Высокопреосвященнейшего Филарета, митрополита Минского и Слуцкого, патриаршего экзарха всея Белоруссии, да поменяет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне присно и во веки веков. Все опускают головы и молятся словами благоразумного разбойника: «Помяни мя, Господи, егда приидешь во Царстве Своем». Весь причет церковный, братья, прихожан святого храма сего, труждающихся, поющих, предстоящих, молящихся людях, да поменет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне и присно, и во веки веков. Настоятеля, строителей, благотворителей, жертвователей святого храма сего, вас, молящихся, и всех православных христиан, да помянет Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Вас и всех православных христиан да поменет Господь Бог во Царстве Своем. Через покой и свет херувимской песни уже видна Голгофа и Христа, и Его Церкви. Так было и в земном странствии Господа. Поставив чашу и дискос на престол и окадив их, священник говорит и эти слова из 50-го псалма: «Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены иерусалимские». По мысли некоторых святых, это есть молитва о созидании Церкви, Сиона Божия. Прошения Ектеньи, возглашенные диаконом, уже не похожи на прежние. Начиная с призванием к молению о перенесенных на престолах дарах, они скоро переходят в те прошения, какие только одни верные, живущие во Христе, возносят к Господу. Во время Ектеньи священник молится: «Господи Боже Вседержителю, прими моление о наших гресех и о людских неведениях, и сподоби нас обрести благодать пред Тобою, и же быть и Тебе благоприятней жертве нашей, и вселитеся Духу благодати Твоея, благому в нас, и на предлежащих дарех сих хлебе и вине, и на всех людях Твоих». Ведь уже приближается время совершения таинства Евхаристии.
преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу, Христу Деву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Святыми Твоим, животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Мир всем, Возлюбим друг друга, на единомыслие исповемы. Отца и Сына и Святого Мы должны возлюбить друг друга для того, чтобы единомысленно исповедовать веру. «Любовь есть источник веры», — говорил преподобный Иоанн Лествичник. «Любовь есть корень, источник и матерь всего доброго», — говорил святой Иоанн Златоуст. Все молящиеся поют символ веры, в котором изложены все основные догматы православия. И когда вера освящена лучами любви, тогда все слова этого символа видятся не символическими, а живыми и простыми и действенными в сердце. После «верую» начинается завершительная часть литургического священнодействия — евхаристический канон. Слово греческое «евхаристия» означает «благодарение». Канон означает «правило», «образец». Таким образом, эту часть называют образцом благодарения. Это потому, что эта часть божественной литургии именно и служит благодарением Господу за Его величайшие дары. Евхаристический канон — самая важнейшая, самая трогательная, самая страшная часть божественной, таинственной, чудной, великой, священнейшей литургии. Это ядро ее. И замечательно, что эта часть сохранилась до нас так, как установил ее сам Господь Иисус Христос на вечере Тайной, как составили святые апостолы. Ради божественных тайн солнце на небе светит днем, и луна ночью, и звезды небесные тихий свой свет посылают, и земля дает хлеб свой, да будет агнец святой на престоле. Только ради божественной литургии дает земля плод свой. Хлеб, которым мы питаемся, — это крохи от трапезы Господней. Божественная литургия — соль, сохраняющая меня своим ароматом небесным. Она — посох мой, поддерживающий меня от падения. Она — якорь мой, спасающий меня от потопления. Она — солнце мое, освещающее мрак бездны грехов моих. Она — радость, восторг, крепость, жизнь моя. Здесь я только начинаю божественную литургию, а закончу ее там, на небесах, с теми чадами моими, которые останутся верными мне, которые здесь со мною посещают божественную литургию, любят ее, питаются из этого благоуханного, животворящего источника, пишет священномученик Серафим Звездинский. Диакон призывает благоговейно и с трепетом предстоять Христу. Господа нашего Иисуса Христа, и люби Бога и Отца и причастия Святого Духа, будет со всеми вами. Вы причастники Духа Божия, вы родственники Ему.
составляете часть Его существа. Возглас «Горе имеем сердца» есть появление в Ааде самого Избавителя. Благодарим Господа. Достойно и праведно есть поклоняйтесь Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице единосущны и нераздельны. Первая часть евхаристического канона — прославление. Мы прославляем, благодарим Господа за милость Его к нам. Господь явился, и рассеялся мрак адской бездны. Он появился, и упали врата вечные. Победную песнь поющего пьющие, взывающие и глаголющие. Господь Саваоф, исполни небо и земля славы Твоей. Серафимская песнь. Песни серафимов, которые ближе всего предстоят священному престолу Вседержителя, пламенеют огнем любви божественной и несмолкаемо прославляют Его, неустанно воспевая «Свят, свят, свят Господь Саваоф, осанна в вышних». В это время священник тайно молится «Сими и мы блаженными силами». В этой молитве объясняется, почему мы должны благодарить Господа. Свят и пресвят Он потому, что так мир возлюбил, яко же Сына единородного дати, да всяк веруя в Него не погибнет. Вот причина такого восторга на небесах, такого трепетного благоговения. Примите, едите, сие есть тело мое, еже завеломи мое, восставление грехов. Словами «примите, едите» начинается третий член евхаристического канона — возношение святых даров. Пейте от меня все, сия есть кровь моя Нового Завета, я же за вы за многие изливаемая, восставление грехов. И чашу подал, говоря: «Пейте от нея все». Причастив так своих учеников, Он этот же драгоценный дар передал и нам, верующим в Него. Мы вкушаем тело Его и пьем кровь Его. Твоя вот Твоих, Тебе приносящим от всех и за все. Твоя от Твоих, то есть от Твоих рабов, от Твоих людей. Тебе приносим о всех грехах, о всех беззакониях. Беззакония всякие смываются пролитой за нас кровью. Наша православная церковь считает, что присуществление святых даров происходит в то время, когда священник произносит слова «И сотвори убо хлеб сей» и дальнейшие святые слова, что и составляет четвертый член евхаристического канона. Вознося чашу горе, священник молится в тайной молитве. Затем он 3 раза читает «Господи, иже пресвятаго Твоего Духа». Затем, знаменуя крестным знамением хлеб, он говорит слова «И сотвори убо хлеб сей». Знаменуя вино, говорит «А еже в чаше сей». С этого момента на Святом Престоле возлежит уже не хлеб и вино, но самое пречистое тело Христово и самая пречистая кровь Христова. В этот момент освящается самый престол и храм, и все молящиеся, освящается площадь вокруг храма, все дома данного прихода и живущие в них.
Освящается земля, дающая хлеб и вино для божественной жертвы, освящается самый воздух. Пока в храмах лежит пречистое тело, пока поклоняются ему люди, не страшны нам никакие беды, никакие невзгоды жизни не страшны. Не страшна смерть, потому что, взирая на лежащего Иисуса Христа, мы дерзновенно надеемся на избавление. Господь, дающий нам самого Себя, не может не услышать нас, когда мы к Нему взываем в момент появления Его на Святом Престоле. Нас призывают восхвалить Пресвятую Богоматерь, вершину человеческой святости, и, помянув всех святых, от века послуживших Богу, священник заканчивает свое таинственное моление именем Девы и Матери. А после этого он переходит к молитве о всем мире, живых и умерших во время пения «Достойно есть Якова истину». И каждый из нас должен приучить себя молиться тоже за всех, начиная от своих близких, любящих и нелюбящих нас. Этим молением о единстве в вере и любви и заканчивается так называемый евхаристический канон, духовный центр литургии. Господь Дух Святой осветил дары, но и мы молимся в этой ектинии, да вознеспослед нам божественную благодать и дар Святаго Духа, чтобы и глубины сердца нашего не противились принятию этого великого дара. покаяние скончатель Господа просим.
нашего безболезненный, непостыдный, мирный, и доброго ответа на страшном судище Христове против. Соединение веры, зачатие Святаго Духа, и спросивши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Все верные в эту минуту не как рабы, но как дети произносят молитву Господне «Отче наш, иже еси на небесе». Все обрела собою эта молитва, и в ней все заключилось, что нам нужно. Просится первое, о чем прежде всего мы должны просить. Где светится Божье имя, там всем хорошо, там все в любви живут, ибо любовью только светится имя Божие. Словами «Да приедет Царствие Твое» вызывается Царство правды на землю, ибо без прихода Божия не быть правде, ибо Бог есть правда. К словам «Да будет воля Твоя» приводит человека и вера, и разум. Чья же воля может быть прекрасней Божьей воли? Кто же лучше самого Творца знает, что нужно Его творению? Словом «Дашь нам хлеб наш насущный» просим мы всего, что нужно для дневного существования нашего. Хлеб же наш есть Божья премудрость, и есть сам Христос. Он сам сказал: «Аз есмь хлеб, и еды меня не умрет». Словом, остави нам долги наши, мы просим и о снятии с нас всех тяжких грехов наших, на нас тяготеющих. Просим прощения нам всего того, чем задолжали мы самому Творцу в лице братьев наших, которые ежедневно и ежеминутно в образе их протягивает нам руку свою, умоляя о милости и милосердии. Словом, не введи нас во искушение, мы просим о избавлении нас от всего смущающего дух наш и отъемлющего у нас душевное спокойствие. Словом, но избави нас от лукавого, мы просим о небесной радости, ибо как только отступает от нас лукавый, радость уже вдруг входит в нашу душу, и мы уже на земле, как на небесах. Святая святым. Святой Кирилл Иерусалимский так пишет об этом. Святая — это предлежащие дары, принявшие наитие Святаго Духа. Святый и выспадок, итак, святая святым приличествует. На сие вы говорите: един свят, един Господь Иисус Христос. Ибо поистине свят един, кто по естеству свят. И мы святые, но не по естеству, а по причастию, подвигу и молитве. В подвиге жизни и молитвы мы устремляемся к Господу, к причастию Его благодати, к общению с Ним в Его святости. Настало время для причастия. Первыми причащаются священники в алтаре. Иерей, приготовляя к приобщению себя самого и всех тела и крови Христовой, молится такою тайною молитвою: «Вонми, Господи Иисусе Христе, Боже наш, от святаго жилища Твоего и от престола славы Царствия Твоего. Приди осветить нас, горе с Отцем сидящий, и здесь невидимо нам с пребывающей, и сподобить державной рукой Твоей преподать нам, священникам, пречистое тело Твое и честную кровь Твою, а нами — всем Твоим людям». Священник раздробляет теперь святой хлеб сначала на 4 части, и, сохранив 2 из этих частей для приобщения себя и диакона святого тела в виде несоединенном еще с кровью, дробит потом части хлеба по числу приобщающихся, но не дробится в всем дроблении самое тело Христово, которого и кость не сокрушилась, и в малейшей частице сохраняется тот же всецелый Христос, как в каждом члене нашего тела присутствует та же человеческая душа, нераздельная и всецелая.
Но в чашу не погружаются все те части, которые были вынуты на проскомидии во имя святых, во имя усопших и во имя некоторых живущих. Они остаются до времени еще на дискосе, только частями, составляющими тело и кровь Господню, приобщается Церковь. В первоначальные времена Церкви причащались ими в виде несоединенном, как ныне приобщаются у нас одни иереи, и каждый, приемля в руки тело Господа, испевал потом сам из чаши. Врата царские разверзаются, как бы открывая верующим вход в Царство Небесное. Диакон возносит торжественный глас. В виде святой чаши выходит к нам сам Господь Иисус Христос, чтобы возвести нас к Отцу Небесному. Священник от лица всех произносит слова молитвы, которая оканчивается словами благоразумного разбойника: «Помяни мя, Господи, во царствии Твоем». Еще верю, сей самое пречистое тело Твое, и сей самая честная кровь Твоя. Молюсь об Тебе, помилуй, прости мне прегрешение мое вольное и невольное. Я же словом, я же делом, я же ведением и неведением. И сподоби меня неслуженно причаститься пречистых Твоих тайн, сотворения Твоей жизнь вечная. Аминь. Вечере Твои тайные дни, Сине Боже, причастниками прими, небо врагом Твоим тайну повем. Не лобзани кидами каюда, но как разбойники исповедайте. Помяни меня, Господи, во царстве Твоем. Да не все до восхождения будет мне причащение пречистых Твоих тайн, Господи, на восцеление души и тела. Благоговейно со страхом Божиим приступите к причастию святому. Руки на груди сложите крестообразно. У чаши не надо ни кланяться, ни креститься, чтобы не задеть чашу. Все это можно делать заранее. Причащаются те, кто попостил накануне, утром пришел натощак сегодня. Кто пришел с вечера, уже ничего не кушал, натощак, так сказать. И прочитал молитвенное правило, то есть причастием был священником на исповеди. Причащаются те, кто подготовился, был на исповеди. И после этого приступает каждый, готовясь раскрытыми устами принять с святой ложки святое тело и кровь Господа. И когда приемлет он тело и кровь Господа, то в минуте этой нет времени, и ничем не отличается она от самой вечности, ибо в ней пребывает тот, кто есть начало вечности. Приобщив всех, кто приготовился к причастию покаянием и постом, священник уносит чашу в алтарь. И к нам оттуда доносятся теперь пасхальные песнопения, читаемые священником. И среди благовеста этих пасхальных слов священник опускает в чашу, то есть в святую кровь, частицы, вынутые из просфор за живых и умерших, со словами «Отмый, Господи, грехи поминавшихся сде кровью Твоею честною, молитвами святых Твоих». Вынутые частицы — это люди, имена которых произносились при вынимании этих частиц, и они погружаются в божественную кровь, в нетленную жизнь Христову. Приобщается телу и крови Христовой вся Церковь, и та, которая еще странствует и воинствует на земле, и та, которая уже торжествует на небесах, Богоматерь, пророки, апостолы, отцы церковные, святители, отшельники, мученики, все грешные, за которых были вынуты части, на земле живущие и отшедшие, приобщаются в эту минуту телу и крови Христовой. Наступает время благодарить Господа за Его великий дар. Поклоняемся, Господу.
сподобились нас причаститься, святым Твоим божественным и святым и животворящим тайнам, спомни нас о Твоих святыни, детей поучатися правды Твоей. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Чаша и дискос относятся вновь на боковой жертвенник, на котором совершалась проскомидия, который изображает теперь уже не вертеп, видевший рождение Христова, но то верховное место славы, где совершился возврат Сына в лоно Отчие. Вся церковь соединяется в одно торжественно благодарное пение. Народу выносят те просфоры, от которых были отделены и изъяты частицы, и этим сохраняется высокий древний образ трапезы любви, исполнявшийся христианами первых времен. И всем людям Твоим, яко всякое тайне благо, всегда совершенствующее, царя Тебя со светом, Тебе славу, и благодарение, поклонение высылая, Отцу и Сыну и Святому Духу, и присно и во веки веков. Аминь. Владимир Господень, благословен отныне и до века. Владимир Господень, благословен отныне и до века. Владимир Господень, благословен отныне и до века. Благословен отныне и до века. Благословение Господне на вас, кто благодати человека любит, всегда ныне и пресно во веки веков. Священник творит отпуск литургии и благословляет всех. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Нас ради нашего ради спасения Христос, истинный Бог наш, молитвы пречистой Своей Матери всех святых, помилуй Ты, спаси нас, яко благ и человеколюбец. Господи, наш Господи, святый Шаг, Апостол Христия, и Господина Отца нашего Высокопресвященнейшего Филарета, митрополита Минского и Смоленского Патриаршего и Царствия Белоруссии, Богу хранимую страну нашу, настоятеля братьев, прихода Святого Храма Сего, и вся православные христиане, Господи, сохрани их на Отец Иоанн Кронштадтский говорит: «Прослушав божественную литургию, поди ниц и благодари Господа, сподобившего тебя такого великого счастья». Божественная литургия есть ось мира. Как колеса могут двигаться только вокруг оси, так и наш мир может двигаться, лишь имея божественную литургию. Она есть основание всей жизни мира, а если бы не было этого, наш страшный грешный мир
от нечистоты и беззакония погиб бы и разрушился, если бы не освящался этими великими тайнами, страшными явлениями Божественного Искупителя. Дорогие мои, благодарите Господа за то, что Он сподобляет нас слушать божественную литургию и вкушать пречистое тело Свое и животворящую кровь Свою. Молим Тебя, Господи, о тех, которые в заблуждении своем не хотят, не ищут найти утешение в святых тайнах спасительных, но Ты же и вразуми их, Господи, и приведи к покаянию, чтобы они познали спасительную силу Твою. Святой праведный Иоанн Кронштадтский.